Бандеров Давид, 4 Б-класс. Роберт Рождественский, реквием, победа. Плескалось багровое знамя, горели багровые звезды, слепая пурга накрывала багровый от крови закат, и слышалось поступ дивизий, великая поступ дивизий, железная поступ дивизий, точная поступ солдат. Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово «Победа! Победа! Во имя Отчизны победа! Во имя живущих победа! Во имя грядущих победа! Войну мы должны сокрушить!» И не было гордости выше, и не было доблести выше. Ведь кроме желания выжить, есть еще мужество жить. Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово «Победа! Победа!» Помним, гордимся, благодарим. Ольга Маслова, солдаты России. Мой прадед рассказывал мне о войне, как в танках сражались, горели в огне, теряли друзей, защищая страну. Победа пришла в 45-м году. Вечернее небо победы салют. России солдаты наш сон берегут. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну. 22 июня. Автор Д. Попов. Июнь. Россия. Воскресенье. Рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновение до первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется. Смерть поведет парад аллей. И навсегда погаснет солнце для миллионов на земле. Безумный шквал огня и стали не повернется сам назад. Два супербога, Гитлер, Сталин, а между ними страшный ад. Июнь. Россия. Воскресенье. Страна на грани. Быть, не быть. И это жуткое мгновение нам никогда не позабыть. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Здравствуйте, меня зовут Гуляев Андриан, ученик 4 Б-класса со стихотворением «А я не видел деда». А я не видел деда, он не пришел с войны, зато была победа и слезы той весны. И я весной родился, но через 30 лет за это дед мой бился, спасая белый свет. На память только фото и старая тетрадь. Теперь моя работа — Россию защищать. И пусть могила деда от дома вдалеке. Не зря была победа, граница на замке. Нужен мир, нам нужен мир на голубой планете. Его хотят и взрослые, и дети. Им хочется, проснувшись на рассвете, не вспоминать, не думать о войне. Нам нужен мир, чтобы строить города, сажать деревья и работать в поле. Его хотят все люди доброй воли. Нам нужен мир навеки, навсегда. И Кравченко. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок, в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора, и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу. Поплухина Надежда Ивановна, автор Людмила Таси. Оборванного Мишку утешала девчушка из вечной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедала, полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете, ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война. Черным